какие требования? Управляющие компании сдают экзамены, да? Вот какие требования предъявляются? Ну, экзамены – это квалификационный экзамен, называется. К этому экзамену допускаются лица, которые заявление подавали в Госжилнадзор, и о котором не содержится в реестре дисквалификация этой управляющей компании или этого лица. Квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. Давалось 100 вопросов. Из этих 100 вопросов нужно было ответить на 86. Тогда этот товарищ экзамен сдал. Время ответов было отведено 120 минут, то есть 2 часа. Проходной балл, вот, как я сказала, 86%. Все, которые сказали, 173 управляющие компании сдавали экзамены, сдавали не одинаково далеко. Большинство из них сдавали это директора управляющих компаний. Но я должна сказать, не называя фамилий, у нас и по 3 раза приходили, это разрешается, и по 4 раза, и по 5 раз директора приходили и не сдавали. А вот какие вопросы, какие-нибудь можете хоть несколько вопросов озвучить? Самые простые. Самые простые. Но несколько вопросов было по законодательству. И вот многие управляющие компании, директора, вроде на все другие вопросы отвечают уже, их деятельность как идет. А законодательство, какой закон говорит о том, о том, о том. И все. И они, там же давалось 3 ответа, они из 3 ответов должны были 1 выбрать правильный. Вот. Теперь те, которые не сдали экзамен, они вновь шли в Госжилинспекцию, Жилнадзор, заявляли о том, что они не сдали, и вновь прорабатывались дальше. Уведомления они дают, Госжилнадзор за 15 дней уведомляли их о том, что они допущены к экзаменам. Ну и крайне это было 5 дней. За 5 дней должны были предупреждать. Явиться на экзамен должны были все вовремя, без задержки. Телефоном у них отключали. Некоторые пользовались телефонами, некоторые пользовались шпаргалками вот такими. Конечно, я была на каждом экзамене, подходила у них, это все забирала. Да. Первые экзамены у нас прошли 10 марта 2015 года. И так 10, 17, 19, 24 и так далее в день по 2 экзамена по 20 человек. В 10 часов и в 14 часов. То есть вот а вообще управляющие компании готовили, да, к экзаменам вот, по тому же законодательству? Подготовительная работа какая-то была вот с управляющими компаниями? Все вопросы, вот эти 200 вопросов, они были размещены на сайте управления, на сайте Минстроя Российской Федерации. То есть все директора, представители управляющих компаний имели возможность подготовиться к экзамену. Особенно по вопросам, которые были опубликованы Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Но эти же вопросы, были даны. Из этих всех вопросов, там их много было, больше, чем 200, а 100 вопросов брали вот для экзамена. Любой, какой попадался.